великие очень далеко ушли. Но каждый подъем – это борьба. Жизнь – это полностью борьба. Поэтому, как говорил великий Гёте, достоин жизни тот, который каждый день идет бороться за эту жизнь. Было для нас как-то внезапно те события. Но если на начальном этапе какая-то нервозность чувствовалась, то постепенно мы быстро адаптировались, пришли в себя. Хотя были большие потери по тем временам. Потерять молодых солдат, которых нам доверили его родители, это же всегда действительно больно. Генерал Мыхтыбек Абдылдаев тогда был первым заместителем министра внутренних дел и с первых дней войны, благодаря своей смелости и дальновидности, смог уберечь многих людей от гибели. Находясь в гуще боевых действий, обследуя все ложбины и горные долины Баткена, Чоңалая на вертолете, автомашине и пешком, он как профессиональный командир всегда был в первых рядах, поддерживал и подбадривал сотрудников органов внутренних дел и бойцов, обеспечивавших общественную безопасность. Сразу завоевал уважение офицеров и солдат, защищавших нашу Родину, проявил мудрость, свое офицерское достоинство. Под его руководством и благодаря его профессионализму и принципиальности были решены многие проблемы, за что многие до сих пор ему благодарны. Аширбек Бакаев. В 2005 году я баллотировался по Качкорскому избирательному округу, и люди на несправедливость вышли на улицы и перекрыли трассу Бишкек-Торугар. И тогда генеральный прокурор лично позвонил мне и сказал, если люди, граждане не будут нарушать закон, то никто не будет применять силу. В дальнейшем, когда я уже стал начальником оппозиции объединенной всей нашей страны, генеральный прокурор вел переговоры для мирного исхода решения политических вопросов и выдерживал эту позицию до конца. Если бы не он, то было бы применено оружие и, возможно, вспыхнула бы гражданская война. Он предотвратил возможность гражданской войны в нашей стране в 2005 году. И это говорит об его профессионализме, об его честности. И, наконец, говорит о его храбрости, когда он понял, что власть готова и ни перед чем не остановится, он добровольно ушел в отставку с поста генерального прокурора. Когда он понимал, что не в его силах переломить складывающуюся ситуацию, воздействовать на нее, противиться воле первых лиц государства, он, хлопнув дверью, оставлял самые высокие государственные посты. Таштемир Айтбаев. Наши принципы не сошлись. Я всегда считал, что государством должен руководить президент, а не его семья. В знак несогласия, да, действительно, я покинул эту высокую должность. Этих людей тоже можно понять, потому что все-таки у них огромное горе человеческое. В связи с этим лично я отношусь к их требованиям с человеческим пониманием. У Мыхтыбека Юсуповича, кроме качества профессионала, еще есть такие личностные качества, как умение держать удар, как умение в трудную минуту находить общий язык, казалось бы, с бушующей толпой. А это, знаете, это большой талант. И поэтому он личность большой буквы. Я считаю, что на самом-то деле, значит, у него была возможность войти в другие партии,
спокойно получить свой мандат, без шума, гама, без риска. Но он выбрал именно ту стезю, которую посчитал на тот момент самым правильным. Он не хотел, чтобы страна раскололась, он не хотел, чтобы возникли новые очаги напряженности в нашей стране. И он взял на себя этот риск, пошел в Атаджурт. Да, в тот момент это было, может быть, с точки зрения его окружения, очень непопулярный шаг. Но жизнь показала, что это был правильный шаг. Конечно, когда я каждый раз приезжаю в родное село, всегда чувствую, что когда мне нужна помощь, я могу надеяться на своих односельчан. Когда им нужна моя поддержка, я всегда рядом с ними. Он идет по жизни прямо, не сворачивая с правильного пути, как поезд по рельсам. Он не воровал, не позволял себе нарушать законы. Ему нечего и некого бояться. Жалғыздан болсақ бізді сындырып қойышат, чыбық сындырғандайчы. Ошондуктан біз барыбыз бир болушубуз керек да. В команде Бирбол собрались одни профессионалы, и наш избиратель может быть уверен, что мы их не подведем. Мактебек Юсупович – человек для подражания. В нем присутствует справедливость, принципиальность, надежность. Когда его вижу, мне хочется пожать ему руку и отдать честь.